Доброе утро, уважаемые участники конференции. Предоставляем слово нашему модератору, главе Кобяйского улуса Ивану Ивановичу Левину. Так, как слышно? Коллеги, как слышно? Меня слышно? Иван Иванович, вас слышно и видно. Спасибо. Ну, добрый день, уважаемые участники конференции. Мы все принимаем участие в совместном образовательном мероприятии сегодня в онлайн-режиме. У нас гражданские выходные в нашем родном Кобяйском улусе. И, конечно же, очень рады приветствовать наших уважаемых инициаторов, организаторов, спикеров, а также глав наследников нашего улуса. Сегодня с нами здесь принимают участие представители НКО, лидеры инициативных групп, местных сообществ, Кёльбе, активные граждане. С нами здесь предприниматели, молодежь и волонтеры нашего улуса. Но данное мероприятие организовано в целях консолидации институтов гражданского общества и оказания консультативной, методической и информационной помощи общественным организациям в оформлении документов, в оформлении отчетности, продвижения и реализации проектов, то есть поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в участии и получении грантов. Сектор социальных услуг вообще в наше время приобретает все большее значение в развитии общества. Появляется все больше возможностей для привлечения средств, инвестиций на социальные проекты. Некоммерческий сектор активно развивается, то есть постоянно развивается, что требует постоянной актуализации знаний для получения максимальной эффективности деятельности некоммерческих организаций. Вот в этом году общественные организации нашего района выиграли 2 гранта из федерального бюджета на общую сумму 867 тысяч рублей. А также на грант Ильдархана было заявлено всего 8 проектов. И вот, несмотря на активное развитие движения НКО в нашем улусе, все-таки необходимо, чтобы зарегистрированные НКО активно участвовали в конкурсах на гранты. Необходимо, чтобы наши представители все время повышали свою эффективность, повышали грамотность для более эффективного участия в грантах и конкурсах. Вот до 15 октября принимаются заявки на гранты, на президентские гранты. Вот, поэтому данное мероприятие очень актуально на сегодняшний день. Ну что, коллеги, желаю всем эффективной работы на семинаре. Надеюсь, что вы все получите объемную и полезную информацию по вопросам участия в конкурсах и подготовки конкурсной документации. Желаю всем успехов и плодотворной совместной работы. Так, ну а теперь разрешите представить слово министру по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Саргадаеву Степану Анатольевичу. Степан Анатольевич, пожалуйста. Спасибо, уважаемый Иван Иванович. Добрый день, уважаемые участники гражданских выходных. Во-первых, я хочу выразить слова благодарности администрации Кобяйского района, главе Ивану Ивановичу. Вот доказательство, что он сегодня сам модерирует. Сегодня хочу выразить за вашу активность, за вашу поддержку именно социально ориентированных некоммерческих организаций. Ну, гражданские выходные у нас впервые мы провели в 2019 году. Инициатором гражданских выходных сегодня у нас присутствует это руководитель департамента местного самоуправления Руслан Михайлович Платонов. И мы и сегодня мы очень рады, наш гражданские выходные сегодня вошел в топ-5 социальных проектов среди регионов России. Почему мы сделали такой проект «Гражданские выходные»? Это именно в целях консолидации институтов гражданского общества, оказания консультативной,
методической и информационной помощи социально ориентированным некоммерческим организациям. В этом году мы до пандемии коронавируса провели гражданские выходные в Борном, Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Суртанском, Мирном и Усть-Алданском улусах. Но из-за пандемии коронавируса мы все это остановили, и сегодня мы ждали, что ограничения, коронавирус отступит, и мы с осени начнем тоже активно ездить по районам, именно вот по проекту «Гражданские выходные». Но этого не случилось. Сегодня, конечно, все ограничения действуют, и вот поэтому все равно нам необходимо возобновить, начать наши гражданские выходные. И сегодня впервые мы проводим онлайн формате гражданские выходные, и очень отрадно, что именно мы сегодня начинаем с Кобяйского района. Кобяйский район последние годы очень активизировался, стало очень много проектов именно с Кобяйского района. Как отметил глава Иван Иванович, есть выигравшие проекты. И вот я хочу сегодня еще остановиться. Именно в этом году мы впервые все гранты, которые есть в министерствах, ведомствах, все объединили, централизовали и объявили грант Илдар-хана Республики Саха-Якутия, который мы в этом году успешно провели. Всего было подано 256 заявок от 237 организаций по 16 направлениям. И, конечно, победителями из 256 проектов стало 43 проекта. В чем отличается грант главы Республики Саха-Якутия от предыдущих грантов? Мы буквально, так скажем, особенностью данного конкурса стало именно мы разработали это по аналогии с фондом президентских грантов, чтобы наши социально ориентированные некоммерческие организации, участвуя на нашем гранте Илдар-хан Республики Саха-Якутия, уже были подготовленными, уже чтобы подать свои проекты, уже подготовленные проекты на фонд президентских грантов Российской Федерации и по другим грантам, которые сегодня существуют в нашей стране. В целом прошло вот это все успешно. Также наши социально ориентированные некоммерческие организации участвовали в фонде президентских грантов. И сегодня очень отрадно, что стали поступать очень много проектов из муниципальных образований, не только Якутска, да, и стали выигрывать гранты, фонды президентских грантов. И этим доказательство, что в этом году, если в прошлом году по результатам 2 этапов фонда президентских грантов мы выиграли в общем сумме 46 миллионов рублей, то в этом году по результатам 2 этапов гранта фонда президентских грантов мы выиграли 75 миллионов 400 тысяч рублей. Это очень хороший результат. Мы сегодня полностью стали лидерами Дальнего Востока. Вы только что увидели на видеоролике. Они уже равняются на нас в Якутию. Сегодня мы впервые вошли в топ-5 регионов страны, которые для себя сделали по аналогии фонда президентских грантов свой собственный грант главы Республики Саха-Якутия. И в других регионах больше таких грантов нет. Мы вошли в топ-5 лучших.
Также было отмечено руководством Фонда президентских грантов, что Фондом президентских грантов также Министерством экономики Российской Федерации по поддержке и развитию социально ориентированных некоммерческих организаций Республика Саха-Якутия впервые вошел в 8 лучших. У них есть Ханты-Мансийск, лидер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, город Москва, Республика Татарстан и таких вот монстров, да, регионов монстров, мы доноров, мы вошли именно в 8 лучших регионов, которые вот сегодня поддерживают социально ориентированные некоммерческие организации. Конечно, сейчас проходит 3-й этап, регистрация, подача заявки проходит до 15 октября. У нас есть еще время. После вот сегодняшних гражданских выходных еще точечно мы поможем правильно написать проект и подать заявку вот в фонд президентских грантов. Конечно, результаты будут известны в декабре месяце, а деньги поступят уже со следующего года. Вот поэтому всем некоммерческим организациям сегодня хочу пожелать плодотворной, эффективной работы. Сегодня здесь присутствуют наши ресурсные центры во главе Вещниковой Ольги Анатольевны. Они профессионалы своего дела. Задавайте все ваши вопросы. Они постараются на ваших вопросах ответить. Еще раз, с началом гражданских выходных. Всем желаю удачи, плодотворной работы и, конечно, здоровья. Сегодня это очень актуально. Спасибо вам. Степан Анатольевич, огромное спасибо. Степан Анатольевич очень любит Кобяйский район. Вот, как найдется время, думаю, обязательно посетит Кобяйский район. И в 2021 году наши НКО обязательно получат хорошую поддержку от нашего министра. Ну а теперь давайте передадим слово руководителю департамента по вопросам местного самоуправления, администрации главы и правительства Республики Саха-Якутия Руслану Михайловичу Платонову. Руслан Михайлович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники гражданских выходных, уважаемое руководство Министерства по делам молодежи и социальных коммуникаций Республики, руководство Кобяйского района. Всех вас поздравляю с открытием гражданских выходных, хотя сегодня у нас среда, но тем не менее я тут подготовил 5 листов выступления, но сегодня хочу выступить от сердца просто. Тема моего выступления называется «О роли институтов гражданского общества в разрезе муниципальных районов республики». Конечно, очень так официально звучит. Хочу напомнить, что у нас в республике в настоящее время деятельность ведут 2203 общественных организаций, из них 1758 некоммерческих организаций социальной направленности. У нас по республике зарегистрировано только 22 общественные организации, то есть территориальное общественное самоуправление. Сахалы-Теха, Тюльбеккере, и активность от 26 районов, вы посмотрели. Степан Анатольевич назвал меня инициатором, но на самом деле это не так. В 2019 году приезжала Жанна Котова, это мэтр некоммерческих организаций России, самый сильный лидер по пробуждению, так скажем, активистов, общественников по всей стране, начиная с Калининграда до Владивостока. И Жанна Котова как раз приезжала в наше министерство и предложила вот такой проект «Гражданские выходные», когда
министерства, общественные организации, некоммерческие, союз женских организаций, ресурсные центры, все задачей которых была посещение районов в разное время года, чтобы собрать всех общественников, неравнодушных людей, которые стремятся развить свое гражданское общество, институтов гражданского общества у себя в районе. И 12 апреля 2019 года мы поехали в Кобяйский район, все мы это помним, но была пурга, и мы не доехали. Есть такое. Он только не мы многих общественников взяли с собой на 2 машинах. Но сейчас я чувствую про себя, что я доехал до Сангар все-таки. Доехал до Сангар, до Кобяйского района. На самом деле, что сектор некоммерческий – это второй бюджет. Второй бюджет, потому что государственный бюджет сегодня у нас уже он не справляется с той активностью общественников, которые стремятся развивать, еще раз говорю, деятельность общественников у себя в районах. Поэтому именно для развития, именно для поддержки таких организаций, как ТОСы, общественные организации, некоммерческие организации, создан в 2017 году фонд президентских грантов Российской Федерации при поддержке президента страны. Кстати, сегодня президент страны у нас отмечает 68 лет со дня рождения. Давайте поздравим. И мы должны знать, что президент страны в этой части очень активно поддерживает общественные организации всей страны. И вот как озвучил Степан Анатольевич, начиная с 2018 года, с момента создания вновь созданного Министерства по делам молодежи и социальных коммуникаций, а это министерство слилось из 2 министерств гражданского общества и молодежи и семейной политики. Поэтому социальную коммуникацию занимаются именно по развитию общественных организаций. Так, какая проблема у нас в районах, да? Сразу скажу, что мы все спим. Центральная полоса России, юг России, север, столица, около столицы, все уже активно работают, активно уже поняли, что такое общественные организации, что такое некоммерческий сектор, что такое гранты. Я напомню, что грант президента – это не единственный источник поддержки общественных организаций. Есть и многие гранты, это Керимова, фонд Тимченко, фонда Алишера Усманова, много грантов Русское географическое общество, фонд Потанина. Это те организации, которые действительно реально помогают общественникам для продвижения их брендов и проектов. Так как мы сегодня уже при поддержке Министерства по делам молодежи и социальных коммуникаций и вообще благодаря их деятельности мы сегодня занимаем 1 место по Дальнему Востоку. Мы к этой позиции шли нелегким путем, потому что сначала наша республика завоевывала только 22 миллиона, потом 31, потом вот там вы видео посмотрели. И будем расти. Конечно, 29 районов сегодня у нас активно работают, активно участвуют благодаря министру Степану Анатольевичу и его команде. Но этого, я считаю, недостаточно. Сегодня мы должны разбудить Арктику, потому что 14 августа, прошу прощения, этого года глава республики Александр Сергеевич Николаев подписал стратегический указ о поддержке арктической зоны республики Саха-Якутия. Поэтому все 13 районов Арктики будем поднимать. Я выражаю благодарность от имени администрации главы Ольги Анатольевны Вешниковой, руководителя ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций, которая уже не 1-й год, а постоянно работает, именно выезжает, чтобы разбудить, пробудить активность некоммерческих организаций Арктики. Поэтому сейчас она в своем выступлении это все скажет, но я еще так хочу сказать, что, конечно, пандемия, это вся мировая
и коснулась и Республики Саха-Якутия. Мы, как Степан Анатольевич сказал, по многим районам выезжали, но сейчас вот приходится, конечно, ограничиваться онлайн встречами, что, конечно, недостаточно чего, потому что правила и техническая вот составляющая гражданских выходных, она выглядит совершенно по-другому. Это приезжает делегация с города Якутска, встречается в актовом зале большой школы, может быть, театра. Большой зал включает в себя всех общественников района, пожарников, добровольцев, казаков и многих-многих других. И несколько раз мы брали основателя фитнес-центров города Якутска, кроссфита Гришу Мочкина и Игната Чемчоева. И они для себя уже брали спортзалы. Кто хочет, например, услышать, что такое кроссфит, и они идут в этот зал. Кто хочет по правонарушениям, идут в другой класс. Там мы разделялись по классам. Сегодня этого мы сделать сможем, да, Степан Анатольевич? Или... Ага. Я сейчас вынужден принять участие в оперштабе главы по коронавирусу, поэтому всех кобяйцев, всех общественников Кобяйского района, всех наших деятелей, всех наших активистов я призываю принять всегда постоянное участие в конкурсах Министерства по делам молодежи и Фонда президентских грантов. Реально это работает, ребята. Реально это люди получают, организации района получают деньги. И это во многом сказывается на социально-экономическом развитии района, того или иного района. И действительно это большое подспорье для выхода новых лиц, новых звезд, общественников в своих районах. Тюльбе, там, организации бабушек, хоров, советов отцов, много и многих других. Поэтому я очень рад сегодня, что вы пригласили выступить именно на эту тему. Сахалы техатинге булу хайын кыттанихе хайын кыджик беремебит олар енихер. Күна ягур кулулар баппут. Билген тем более бу коронавирус туга мәдде хохта бега беге олар ен жүхін олар емміт бұл бүгінгі күнге келер формаларға сөпті бәйін еқті. Ол аты бүтін Россия организациялары бары күттандар қайалар олар, бейге бұл Дальний Востокқа лидер бұд. Бейге үлдігі ақпыдың түйін бере оқтақ бұд, онда бұл Иван Иванович күрді күстақ бағылықтақ ұлыс қайдақтағаны бұл фондалар өлелерін, министерство өлелерін қаянда бартын біле алыр оқтақ. Иван Иванович индеки көрілер ке өлейін механах барта табылдыға. Оны баргыттан ең қайын кылыстываққа ханны бар общественник, ханны бар активный итчат, ветеран, ханны бар бұл конкурсыға кыттар кықтақ, оны консультацияна Мария Викторовна Петрова аттанулар кықтақ, Петрова Мария Викторовна күстақ начальник отдела по развитию институтов гражданского общества Юлянир, он на коленгет Тедусидеска, мин молодежи коленгет Хаянданы. Онна бұл бейге хем белбеттер, бейгене уябеттер, бейге нехелектен хеджабыт, бейге кыраджаму дейінді түртсі. Ол оны болуқта, из сұрақтан ол бейге ябыт, почему вы нам не это? Бәйбі сұриян бар мұттуға жем бере ұқтақ. Әр ханалының, күштен ханалының бейге әдіп дәхі жамыт, әме осқолыны да бітірен барамыт, мен мәне туран үләвәдәк сыддывадак бут, бу мамык департаментнага билген үлеги олуп мәне обата бе. Мен бәр флора кытылларга строит реакторга күчкөлөлән командир далтын кайылдым. Онтон общественник тамы билген ото бу үлеги жабыт. Күн бәһә бу Андрей Николаевич Кобяковтун кирәйне хелегер беге общественная организация бут. Лампа турды бут. 12 лампаны. Он айтинник алган күчкөлөлән барын япыт. Ити болда ханның государственный бюджеттен кәлбәтә, әтә мен не конкурстарга, фондлардан спонсорска қаншалаттан кейбіт лампалар инек көмөлөн организациялар. Onun için bu гражданские выходные болары бигүн барынан диктатор битеме бәте туспа солталах. Онна кебе буга кидигетеңе болгон, да активне болду. Бин жүбө үсчела мосталда, түгене үрәгән нәңе туру моста. Онна тиемет мостан ариямадан мотото круглогодичный каханбалар коракка келер бараш солбут.
бар болу демен дан өребин оны хегне барагытын оны артылыбын. Еще төгөл гражданский выходной, так выходной день. Еще төгөл бу шугай мунях шугай көсү терелибинен Степан Анатольевичка, Иван Ивановичка, Ольга Анатольевна, Мария Викторовна барагытыр истин макталбын, онна бихиде билдин билдеревинде этемете. Онна барагытыр сетейни бай болот. Руслан Михайлович, мақтал болун. Вот, выражаем глубокую благодарность за выступление, за дельные советы и желаем вам удачного дня. Так, давайте выслушаем следующее выступление. Представляю слово руководителю Единого ресурсного центра поддержки СО-НКО и развития гражданских инициатив Республики Саха-Якутия Ольге Анатольевне Вешниковой. Ольга Анатольевна, пожалуйста. Да, добрый день, уважаемые участники сегодняшнего интересного мероприятия, которое называется «Гражданские выходные». Уважаемый Иван Иванович, Степан Анатольевич, Руслан Михайлович, очень здорово, что мы встречаемся. Да, онлайн, но мы все равно с вами встречаемся, и вы первые, кто в этом сезоне открываете гражданские выходные. Следующий по плану у нас как раз Арктика, которую нужно разбудить. Но я не считаю, что Кобяйский район нужно будить. Вы проснулись, и я вам сейчас это докажу. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, во-первых, хочу сказать, что мы созданы в этом году на базе фонда «Семья для ребенка». Ну, наверняка ваши НКО знают, обращались, но кто не знает, да, в Якутске есть такой единый ресурсный центр. Он создан по поручению председателя правительства Республики Саха-Якутия господина Солодова. И 6 мая мы официально зарегистрировали эту организацию, но опыт в этой деятельности лично у меня как ресурсного центра с 2016 года, а в некоммерческом секторе я больше 10 лет. Можно следующий слайд. И вот вкратце, какие услуги мы оказываем. Да, вы узнаете наши телефоны, номера, вы познакомитесь в рамках гражданских выходных с нашими экспертами и с другими ресурсными центрами. И что мы делаем? Вы можете нам, как муниципалитет отдельно, вы можете как инициативные группы, некоммерческие организации, объединенные, приглашать нас, и мы можем специально для вас проводить семинары и тренинги по обучению, по подготовке грантовых конкурсов, по созданию НКО. Мы можем помочь вам в регистрации некоммерческих организаций. Да, мы проводим исследования. Кстати, я хочу поблагодарить некоммерческие организации Кобяйского района, потому что вы одни из первых заполнили все наши анкеты именно в том количестве, в каком было нужно. Осталось только, чтобы активные граждане нам помогли. Мы это делаем все в рамках поручения председателя правительства и направим вам, Иван Иванович, точно мы направим результаты исследования потенциала гражданского общества Республики Саха-Якутия. Ну и еще для чего мы были созданы? Мы проводили полностью администрирование грантового конкурса главы Республики Саха-Якутия. И в этом году мы еще дружим с бизнесом. Алмаз-Эргенбанк – это наши официальные партнеры. Мы провели грантовый конкурс на средства Алмаз-Эргенбанка. Вот, для корпоративных волонтеров и для некоммерческих организаций. Следующий слайд. Вот дальше это аналитика. Наши эксперты сделали аналитику участия НКО Кобяйского района в региональных и федеральных конкурсах. И мы с вами что видим? Какую картину? Что в 2018 году были поданы заявки, да, и есть даже победитель регионального конкурса. 2019 год у нас как раз тишина была. И посмотрите, какая у вас динамика в 2020 году. То есть вы участвуете в конкурсе фонда президентских грантов. Вы на 5-м месте по количеству поданных заявок на конкурс гранты главы Республики Саха-Якутия. Да, пока не удалось в этом конкурсе победить, но я надеюсь, в следующем году у вас все получится.
фонде президентских грантов у вас победила в спецконкурсе, мы его называем ковидный конкурс фонда президентских грантов, первичная профсоюзная организация Кобяйская ЦРБ имени Терехова. Мы поздравляем, потому что конкурс был очень сложный. Мы, кстати, там тоже победили, и нужно понимать, что там, в этом конкурсе гранты давали только заслуженно, только тем, у кого есть опыт в проектах. Следующий слайд. И вот посмотрите, есть такой протокол, и я считаю, что это не только главам муниципальных образований поручение было дано председателем правительства Республики Саха-Якутия, но это еще и поручение нам, ресурсным центрам. Смотрите, моя тема – это развитие институтов гражданского общества в муниципальном районе. И один из институтов, мы считаем, это муниципальный ресурсный центр. Вот давайте мы вместе с вами подумаем, каким образом мы можем помочь можем, и у вас будет конструктор ресурсных центров завтра. Да, но я считаю, что в муниципалитете у вас должен родиться такой центр. Вот во время конкурса грантов главы мы были постоянно на связи с Анисией Дмитриевной Спиридоновой. Она нам звонила и в 7 утра, и в 12 ночи, потому что она была реально, как человеческий фактор, заинтересована в том, чтобы проекты были направлены и чтобы они победили. Вот мне бы хотелось, чтобы в вашем районе таких людей, активных, инициативных и желающих участвовать и победить стало во много раз больше, и тогда, возможно, мы будем не только побеждать, но и совсем на другой уровень выйдем. То есть вот мое предложение – это создание ресурсного центра в вашем районе. Да? И кроме того, еще предполагается открытие рабочих мест или коворкинг-центров, оснащенных доступом к интернету для некоммерческих организаций. У вас хороший интернет в районе? Достаточно быстрый? Да, и к 2021 году у нас 80% района будет подключено к интернету. Вот, ну отлично, тогда не будет никаких препятствий для того, чтобы участвовать, да, в федеральных конкурсах и в грантовых конкурсах республики, потому что сейчас абсолютно все онлайн. Следующий слайд. И вот здесь, это тоже, смотрите, нам дают поручение о разработке интерактивной карты гражданских инициатив. Мы понимаем, что у нас средств недостаточно, мы привлекаем средства целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия, направляем проект на конкурс благотворительного фонда Владимира Потанина, выигрываем грант, размер вы видите, и в данный момент происходит вот эта разработка карты. И я очень попрошу, опять-таки, да, нам нужно будет, чтобы ваши активные НКО, ваши инициативные группы, волонтерские движения на этой карте были высвечены. Для этого нужно заполнить будет анкету или зарегистрироваться самим некоммерческим организациям. Но мне кажется, будет здорово, если на этой карте она будет размещена на сайте Единого ресурсного центра, и мы отрабатываем, чтобы она появилась на портале One Click Якутия, для того, чтобы все муниципалитеты увидели своих героев, увидели запросы, да, можно следующий слайд, увидели инициативы, и там можно будет меняться, шеринг такой, то есть меняться ресурсами, привлекать их. На этой карте мы узнаем о количестве СОНКО на территории вашего района, о проектах, о тех ресурсах и волонтерах, которые необходимы, или о тех, кто что-то ищет или наоборот может предложить. Вот мы считаем, что эта карта должна быть очень живой, интерактивной, и я с удовольствием для развития институтов гражданского общества в вашем районе приглашаю к участию вот в этом проекте. Да? И еще следующий слайд. Это наши координаты, вы можете их сфотографировать. Я прямо оставляю здесь мой личный номер телефона. Если вы приезжаете в город Якутск, милости просим в общественный центр,
Курашова, 24, офис 702-703. Я настоятельно рекомендую некоммерческим организациям подписаться на наш YouTube-канал, потому что у нас там достаточно большой спектр уже вывесен в записи, находятся семинары, да, и вебинары для НКО. Кроме того, сейчас наши коллеги проводят запись всего этого мероприятия, и мы это тоже, кто не смог посмотреть сейчас онлайн, сможет зайти позже и на нашем YouTube-канале все это увидеть. И можно отключить презентацию, да. В качестве предложений для развития я бы хотела, ну, во-первых, предложить вам подписать соглашение о сотрудничестве. Это нам всем будет полезно, и я надеюсь, что нам удастся к вам выехать, но если не в этом году, то в следующем обязательно. Я приглашаю активно участвовать в наших семинарах, вебинарах, потому что это НКО – это не только гранты, это еще услуги, социальные услуги. Я вижу у вас здесь библиотеки, управление культуры, да, школы. Ведь сейчас речь идет о том, чтобы создавались частные школы, частные дома престарелых, частные спортивные школы, музеи, частные клубы. И это может быть все в руках некоммерческих организаций или коммерческих. Это сейчас развивается, на это выделяется очень мощная поддержка. Да? И хотела бы сказать, что Жанну Котову мы ждем в этом году к нам онлайн или офлайн обязательно. И вот то, о чем говорил Руслан Михайлович, тот, кто инициатор, да, собственно говоря, так и было в декабре, Степан Анатольевич, Руслан Михайлович, Жанна и я, мы разрабатывали, вот каким образом гражданские выходные должны пройти в республике и какой след они должны оставить. Я думаю, что вообще программа очень насыщенная, мы постарались включить и акселератор социальных проектов, следующий, да, этап, вы увидите и услышите, какие конкурсы проводятся. Не только фонд президентских грантов. Вот сейчас объявлен конкурс Росмолодежи. Услышьте меня, молодежь Кобяйского района. Вы можете принять участие в конкурсе как физлица и выиграть до 1,5 миллиона рублей. И вы можете эти деньги привлечь не только на проекты, но это инвестиции в ваш родной район, это инвестиции в Республику Саха-Якутия. Здесь мы еще недостаточно много делаем, и я считаю, есть к чему стремиться. К вам придут сегодня Центр по работе с волонтерами, Управление Министерства юстиции РФ по Республике Саха-Якутия, индустрия будущего, можно говорить о холдингах, не только НКО, но можно создать НКО, ИП, ООО, и тогда будет холдинг, который на территории вашего наслега или района может делать различные платные, оказывать услуги, бесплатные и частично платные. Сейчас мы переходим на разгосударствление муниципальных и государственных учреждений и переходим вот к такому абсолютно неформальному, некоммерческому и коммерческому устрою организаций. Я бы очень хотела, чтобы вы на это внимание обратили. И завтра у вас тоже будет конструктор ресурсных центров. Кто себя ощущает ресурсным человеком, у вас такие есть, и мы их знаем, и мы с ними на связи. Спасибо им за работу, кстати. Спасибо за вашу активность. 8 проектов было подано, это много. Теперь наша задача еще как предложение, чтобы количество проектов у нас переросло в качество и в получение реальных грантов. Но я всем желаю успешных гражданских выходных, благодарю за очень мощную, на мой взгляд, организацию. Мы видим количество участников, как это все отработано. Я надеюсь, что в Арктике у нас будет примерно так же. И ну, мы точно не спим. Нам нужно только получить сегодня-завтра информацию, приступить к разработке проектов или доработать те, которые у вас есть, организовать инициативные группы и в добрый путь для развития институтов гражданского общества в Кобяйском районе. Спасибо. Спасибо.
непременно это наша не последняя встреча. Мы очень надеемся на плодотворное сотрудничество. Обязательно нужно будет подписать соглашение, где мы укажем условия, где укажем календарный план. Вот. Ну и созданием ресурсного центра под вашим руководством, я думаю, общественные организации, СО, НКО будут активизированы в нашей республике. И вот как Руслан Михайлович сказал, вот как второй бюджет будет вливание денег на проекты наших общественников на территории нашей республики. Да, ну, благодарим. Ну, коллеги, вот на этом торжественная часть открытия площадки завершается. Ну, собственно, сейчас, не теряя времени, надо будет перейти к работе. Коллеги, еще раз всем желаю здоровья, терпения в это непростое время, ну и, собственно, плодотворной работы.